Ежедневно в Сенато Лаковской школы трудится до 20 специалистов. Их цель – преобразить здание к новому учебному году. Капремонт здесь ждали со дня основания школы, то есть с 1977-го. Работы, по словам подрядчика, здесь было немало. Здесь, можно сказать, одни стены только остались, несущие стены. Кое-что мы даже из стены заваливали в некоторых местах и выкладывали новые. Вот, были из кабинета, которые мы из двух делали, один большой, или из одного большого перегородки делали, закрывали все. А так вы видите, все, и потолки, и штукатурка, полы, крыши, окна, все, буквально все новое и соответствует всему. Затем, чтобы работа велась качественно и в срок, следит и Минстрой региона. Каждый уголок школы, начиная от классов и заканчивая столовой, вместе с подрядчиком и директором осмотрел замминистра строительства региона Сергей Леонтьев. Заглянул он и в ремонтирующийся спортзал. Здесь, благодаря капремонту, учащихся ждут новые душевые, раздевалки, а вместо деревянного пола – новое покрытие. По просьбе физрука и директора школы Дополнительно мы сделали, то есть утеплитель полы, балласт, утеплитель, сетка, стяжка и вот спортивное покрытие 6,5 мм. Поменяли в школе чугунные с 1977 года батареи, электропроводку, систему пожаротушения, видеонаблюдения, водопроводные и канализационные сети. И по просьбе директора школы Хади Манкеевой у ребят наконец-то появится свой актовый зал. Актовый зал для нас – это подарок от Всевышнего. Здесь 2 класса было. Перегородка была деревянная, стояла. Но когда эту школу запускали, в 1977 году школа построена, здесь была мастерская. Сейчас будет здесь сцена, я так понимаю, да? Да, Здесь два на класса мы 50 соединили. мест, да. Соединились, правильно, сделали сцену, стандарт. Плюс еще оттуда гримерочка. Гримерку сделали. Да. Все будет отлично. Сейчас рабочие заняты сборкой новой мебели, замены потолка, завершают шпаклевочные работы. Проводится капремонт в рамках федеральной госпрограммы развития образования. В этом году в рамках такой финансовой господдержки обновляют 16 общеобразовательных учреждений республики. Выделено на это свыше 1 миллиарда рублей. Хочу сказать, конечно, большое спасибо подрядчику. Хочу похвалить его за то, что он там с любовью такой относится к делу, именно с хозяйским подходом ко всем объектам, которые находятся внутри школы. Школа очень получилась просторная. Снаружи смотришь, она прямо как воздушная, оставляет приятные впечатления. Я думаю, что приятно не только будет ученикам, приятно даже тем людям, которые приведут своих детей, родителям, что получились такие замечательные классы. Срок завершения капремонта во всех общеобразовательных учреждениях 25 августа. На этом объекте подрядчик планирует сдать работу в ближайшее время с опережением графика, чтобы к новому учебному году школьники сели за парты в обновленном и красивом здании. Дана Плева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.